Ну, смотрите, мы говорили, что у нас каждый человек сам защищает свои голоса, да? Я, Вы сказали, что будете с народом, если вы я с народом. Вы что, я уехала? Я не с народом? Ну вот как вы себе это представляете? Вы считаете, что, например, мой выход на улицу не приведет к эскалации конфликта? Нет, ну вот а вы мне ответьте, мне задаете такой вопрос. А вы хотели бы, чтобы я вышла вместе с народом? Нет, ну вы мне задаете такой вопрос, вот где я нужнее, вот скажите. Мы не знаем, И я не знаю, ребят, вот и я не знаю, и я не знаю. Да, я тоже могу не знать, и вчера было очень много по этому поводу и мыслей, и вот вы знаете, непонятно, как вообще поступать в этом. Я понимаю, что вот когда ситуация уже начинает выходить из-под контроля, и мое появление, оно бы усилило вообще, ой, помоги мне это слово. противостояние. Да, протест, да, либо оно наоборот смогло бы заглушить, я не знаю. И вот я не знаю, как поступать в данном случае. Но я считаю, что как бы там ни было, люди выходили мирно защищать свои голоса. Вчера они сделали свой выбор, да, у людей праздник. И просто буквально через пару часов начинают народ подавлять, да, жесткими методами. Но это преступление, понимаете? Нет, конечно, мы эти результаты не признаем, потому что мы, как уже сказала Мария, видели цифры с отдельных, там же и более 50 участков, где перевес в мою сторону голосов больше там в десятки раз. Да. То есть так не может быть, что это какие-то выборочные участки, а на всех остальных по-другому. Поэтому у нас есть, мы до сих пор собираем сведения, будем собирать о протоколах и будем делать все возможное от нас, чтобы оспаривать эти результаты. Конечно, мы же все видели своими глазами. Скажите, опасаетесь ли вы ареста и, возможно, вы покинете страну или нет? Ну, звучали уже вчера эти вопросы. Я не вижу ни одной причины, почему я должна быть арестована. Вот. И страну покидать я не собираюсь. Мы вчера стали свидетелями того, как власть силовыми методами пытается удержать свои позиции. Сколько мы к ней не обращались, сколько мы не просили не отдавать преступных приказов, не применять насилие против граждан. Но, к сожалению, мы не были услышаны. И более того, знаете, какие-то меры были применены несоизмеримые какие-то, да. Нам еще в начале нашей пресс-конференции вчерашней было сказано, что применялись светошумовые гранаты. Потом говорили о резиновых пулях, да. И вы знаете, когда нет интернета и ты не понимаешь, это правда или неправда, или это вбросы такие, это, конечно, все очень вчера было страшно. Вчера избиратели сделали свой выбор. И они находились на участках, чтобы иметь возможность защитить свои голоса после вывешивания протоколов. Вот. И то, что власть начала вот изначально уже применять силу к гражданам, я опять повторюсь, но это просто... Понимаете, власть нас не слышит. Она полностью оторвалась от народа. Но я должна повторить, что мы за мирные перемены. И власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами. Мы понимаем, что сейчас ничего не заканчивается и протестами, и насилием, которое было вчера, а все только начинается. Мы готовы на долговременный протест и реакцию общества на то, что сейчас происходит.
Мы просим и призываем всех членов УИК, которые не согласны с подсчетами на участках, не молчите, найдите в себе силы, последуйте примерам своих коллег, которые уже вывешивают честные протоколы. Мы всю ночь получали эти фотографии из протоколов, в которых данные очень сильно отличаются от тех данных, которые сегодня озвучила Центральная избирательная комиссия. Мы призываем людей, которые считают, что их победу цинично украли, тоже не молчать. Мы призываем силовые структуры не идти против своего народа. Вчера ночью мы всю ночь работали в штабе, была очень сложная ситуация. Мы получали разную информацию о беспорядках и насилии против народа. Мы передали информацию главе администрации президента Сергеенко и министру внутренних дел Караеву. Мы призвали их вчера ночью остановить насилие против своего народа. Мы знаем, что они получили наши сообщения. До сих пор нам не последовало никакого ответа. Мы призываем их взять ответственность за то, что сейчас происходит в стране, и не допустить никакого насилия против мирных белорусских граждан. Я думаю, что да. Еще есть ситуация в том, что нас спрашивают, как мы относимся к сегодняшним цифрам, которые озвучил ЦИК. Надо понимать, что официально результаты будут только 14 августа. Мы сейчас продолжаем получать, я думаю, что вы все тоже, вы видите данные, фотографии, протоколов комиссий, в которых цифры очень сильно отличаются. Это значит, что мы со своей стороны тоже будем вести подсчет и фиксировать все те несоответствия, которые сейчас будут высказаны ЦИК или на каких-то конкретных участках. Потому что информации об участках, где проголосовали и посчитали честно, появляется все больше. И цифры абсолютно явно уже сейчас не сходятся. Мы сейчас до 14 августа точно так же проводим подсчет и протоколов, да, мы будем сверять цифры, наши данные с теми данными, которые 14 августа будут озвучивать ЦИК. Как это сказать, процесс только начинается, да, с 9 августа, с 10 августа, история Новой Беларуси только начинается. Мы будем отстраивать эти механизмы работы с властью, они должны признать свое поражение и понять, что мнение, волю белорусского народа невозможно фальсифицировать, и с волей белорусского народа надо считаться. Прогноза не могу сказать, да, но я надеюсь очень, что насилия никакого со стороны властей не будет, если вдруг люди опять захотят выйти на мирный протест. Я не знаю, что будет, но того насилия, оно просто не должно повториться. Это недопустимо. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властями, если они, конечно, выйдут нам я не знаю, придут нам навстречу и будут с нами общаться. Но вы понимаете, что это все на их совести, что происходит. Не на нашей никак. Ну, конечно, смотрите, что происходит, что происходило на избирательных участках. Вы видели, как не хватало бюллетеней на участках. Урны были заполнены, да, мы видели эти сложенные в гармошке бюллетени. У нас есть данные по альтернативного подсчета. Как бы его там власть не призывали считать недействительными, они у нас есть. И мы будем доказывать это законными способами, что сколько нарушений было на участках. Это же все нарушение избирательного кодекса, понимаете? И вы же все видели своими глазами. О чем тут можно говорить?